Радио «Свободная Азия», ссылаясь на издание New York Times от 7 сентября, сообщила, что согласно статистике органов безопасности уйгурского региона, за последние 2 года китайским оккупационным режимом было осуждено и подвергнуто различным наказаниям более 230 тысяч человек. В то время как в Восточном Туркестане наказанием сроком 5 и более лет подвергается 87% осужденных, процентное соотношение заключенных, получающих такое же наказание во внутренних регионах Китая, составляет всего 14%. В Казахстане продолжаются протесты против китайской экспансии, начавшейся в Жанаузене и распространившейся на крупные города. 9 сентября группа жанаузеновцев потребовала отмены 2-дневного визита Касым-Жомарта Токаева в Китай, а также прекращения получения китайских кредитов и инвестиций. В свою очередь, подчеркнув, что иностранные инвестиции необходимы, Токаев заявил, что манипулирование мнением народа приведет страну в расстройство. Ранее было объявлено, что Китай выделит Тегерану $280 миллиардов для развития секторов, которых коснулись санкции США, и $120 миллиардов для развития иранской промышленности. Для обеспечения гарантий выполнения данных проектов Пекин направит в Иран 5000 полицейских и военных. По сообщениям Petroleum Economist, Министерство нефти Ирана заявило, что упомянутые инвестиции будут осуществлены в рамках нового Ирано-Китайского соглашения. Взамен на инвестиции Пекин получит 32% скидку на иранскую нефть, газ и нефтепродукты. Более 50 стран ООН, в том числе и Турция, призвали Индию прекратить нарушение прав человека в Кашмире. Второе заседание 42-й сессии ООН по правам человека, проходящее в Женеве, было посвящено ситуации в Кашмире. Данное решение было принято после обращения министра иностранных дел Пакистана в Комитет ООН по защите прав человека. Министр иностранных дел США Майк Помпео сообщил, что Дональд Трамп готов к переговорам с Хасаном Рухани без предварительных условий. На вопросы о встрече Трампа и Рухани в связи с собранием Генерального совета ООН, которое пройдет в Нью-Йорке в конце месяца, Помпео сообщил, что президент США готов к переговорам с главой Ирана без каких-либо предварительных условий.